Здравствуйте, в эфире НТРК «Магаз». Хроника происшествий, в студии Зелимхан Калоев. 2 человека отравились угарным газом в столице Ингушетии. ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Мальсагова. По предварительной версии, инцидент произошел из-за забитого дымохода. Состояние пострадавших стабильно тяжелое. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Экс-глава районного центра занятости арестован в Ингушетии по делу о взятке в особо крупном размере. 12 декабря текущего года обвиняемый, будучи осведомленным, что сотрудники управления ФСБ России по республике проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению хищения бюджетных средств, возлагаемым им ранее учреждении, в салоне автомобиля лично передал взятку в размере 2 миллионов рублей оперативнику. Отмечается, что после передачи денег за прекращение следственных действий мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. 4 человека пострадали в результате аварии с участием свадебного кортежа. ДТП произошло по дороге Кантышево-Очулуки. Водитель иномарки, не справившись с управлением, съехал с дорожной разметки в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. Еще одно ДТП произошло на улице Аушева в сельском поселении Далаково. При столкновении 2 иномарок пострадали 4 человека. Все они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Детей среди участников аварии нет. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. На федеральной трассе Кавказ в результате аварии погиб 1 человек. ДТП произошло поздно ночью с участием легковушки и КАМАЗа. Отмечается, что водитель иномарки погиб на месте. Неизвестные ворвались в Малгобекскую центральную районную больницу и ранили мужчину. Прокуратура организована проверка. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Результаты надзорной проверки и ход расследования прокурором Ингушетии взяты на личный контроль. Аппарат уполномоченного по правам человека добился восстановления социальных прав жительницы республики. В ведомство поступило обращение с просьбой оказать содействие в получении ежемесячных выплат по беременности. В июне этого года женщина подала заявление в Соцфонд России, однако ей было отказано в предоставлении этой услуги из-за превышения общего дохода. Это несмотря на то, что женщина не является трудоустроенной, каких-либо доходов у нее нет. После выяснения фактических обстоятельств по жалобе и согласно действующему законодательству в области социального обеспечения принято решение о назначении заявительницы единого пособия как беременной женщине в размере более 11 тысяч рублей. У меня на этом все. Оставайтесь на НТРК «Магаз».